Ингушетия входит в категорию лучших региональных следственных органов России. Итоги 2013-го. Чтобы без сучка и задоринки, готовимся к олимпийской эстафете. По пути маршрута не должно быть транспортных преград. Коммунальная ошибка или житейская афера? Надо ли платить за голубое топливо, если ваш дом даже не подключен к газовой сети? Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Следственное управление по Ингушетии практически по всем направлениям работы входит в категорию лучших региональных следственных органов России. Это ведомство и впредь будет надежно защищать интересы государства и граждан. Такую лестную оценку сотрудники получили от главы региона. Сегодня подвели итоги работы за 2013 год. Подробности у Руслана Албогачиева. Руководитель Следственного управления проинформировал главу Ингушетии, представителей силовых структур и членов коллегии о том, что по итогам истекшего года в республике количество зарегистрированных преступлений особо изменений не претерпело. Также в 2013 году значительно повысилась результативность работы Следственного управления в области борьбы с коррупцией. Следственному управлению удалось повысить уровень результативности по основным направлениям работы. Так улучшилось качество процессуального контроля, в том числе упреждающего характера. С 29 до 25% снизилось количество отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом удельный вес решений об отмене таких постановлений, принятых по сообщениям текущего года, составил 35%, что на 7% меньше прошлого года. В своем выступлении глава республики подчеркнул положительную динамику в деятельности Следственного управления и озвучил ряд задач, решению которых нужно уделять больше внимания. Следственное управление по Республике Ингушетия проявило себя как одно из самых эффективных ведомств, которое обеспечит в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами правопорядок и законность республики. Бесспорно, общество ждет от вас, от нас, от всех профессиональной работы, роста раскрываемости преступлений, реализации на практике принципа неотвратимости наказания. В заключительной части заседания глава Ингушетии поздравил коллектив управления с трехлетним созданием Следственного комитета России и отметил согласованность действий между всеми правоохранительными органами республики. Руслан Албогачиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Меньше недели осталось до прибытия Олимпийского огня в Ингушетию. Встречу символа главных спортивных игр и проведения праздничных мероприятий обсудили сегодня у главы республики Юнусбека Евкурова. Ингушетия практически готова к эстафете. Координировать работу волонтеров и участников эстафеты будет специально созданный оперативный штаб. Юнусбек Евкуров ознакомился со сценарием праздничного мероприятия и поручил включить в программу концерт. Олимпийская эстафета должна пройти без препятствий в прямом смысле. Многим водителям на время этого торжественного события придется отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Движение на дороге будет ограничено, ну а вся информация о маршрутах более удобного перемещения будет доведена до каждого. Сюжет Фатимы Кариевой. Огня в мероприятиях по обеспечению безопасности на дорогах будут задействованы около 200 работников госавтоинспекции. Во избежание пробок водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в столицу республики, либо заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений. Нами определены дополнительные маршруты, где могут транспортные средства возможность объехать эти участки, где будет ограниченное движение. По этим маршрутам для информации будет выставляться наряды, которые будут организовывать объезд тех или иных участков. В основном мероприятие эстафеты Олимпийского огня будет проходить в Магасе. Перекрыты будут несколько улиц. Информация о маршрутах, рекомендуемых для более удобного перемещения, будет доведена до каждого. Все требования работников госавтоинспекции должны выполняться неукоснительно. Мы должны понять, что все эти мероприятия, которые проводятся именно Министерством внутренних дел по обеспечению, это все проводится для обеспечения безопасности, для исключения всех нештатных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе проведения мероприятий, чтобы именно все наши действия направлены на обеспечение безопасности проведения указанных мероприятий. Также федеральная дорога Кавказ, по которой транзитом проходят машины, не должна быть перегружена. Ограничения будут касаться только водителей. По мере прохождения эстафеты движение на дорогах будет полностью восстановлено. Фатима Кариева, Ахмед Чербижев, Новости 24.
Сегодня скорбная дата в истории российского казачества. В 1919 году в этот день был дан официальный старт массовому террору против целого сословия. Число жертв по разным данным колеблется от 700 тысяч до 1,5 миллиона человек. Уничтожение казачества как основного противника и носителя реальной угрозы для большевиков планировалось произвести в течение нескольких десятков лет. Начались жестокие расправы над теми, кто называл себя казаками. Пострадало в основном мирное население станиц – старики, женщины и дети. Казаков пытались заставить забыть свою историю, предков и обычаи. Казаки были всегда защитниками Отечества и стояли на охране рубежей нашей страны. Но в какое-то время, значит, смутное получилось так, что их в чем-то обвинили и их репрессировали. Вот. На данный момент у нас, значит, сейчас возрождается, и я бы сказал, уже на высоком уровне это все стоит, так как глава республики, товарищ Евкуров Юнусбек Бамадгиреевич, принимает в этом активное участие для того, чтобы возродить все традиции, те, которые были ранее. Благодаря жесткому контролю, категоричному подходу и крайним мерам за короткий срок удалось в разы снизить задолженности, накопленные населением республики в коммунальной сфере. Были и спорные моменты, когда реальная стоимость ресурсов для некоторых потребителей увеличивалась в геометрической прогрессии. С ними разбирались в индивидуальном порядке. Но вот случай Микаила Гамботова из Троицкого смело можно назвать прецедентом. Амир Цычоев разбирался в ситуации. Вопрос оплаты газа среди жителей республики в последнее время один из самых актуальных. Каждый день в отделениях по обслуживанию абонентов настоящий аншлаг. Кто-то оплачивает счета, другие хотят разобраться, почему им выставили такую большую сумму. Микаил Гамботов – один из тех, на чей почтовый адрес пришло уведомление о задолженности. Увидев цифры, Микаил удивился, ведь, как он утверждает, его дом не подключен к газовой сети, и свое жилище он отапливает посредством газовых баллонов, которые закупает еженедельно. Пришло письмо о том, что я должен ООО «Сунжагаз» 81 900 рублей. Но при этом они говорят, что уведомили в августе месяце, никакого уведомления не было. Убедившись в отсутствии газификации дома Микаила, мы отправились в отделение районной газовой службы «Сунжагаз», чтобы узнать, как так получилось, что счет выставили практически вслепую. Но здесь нас ждал очередной сюрприз. Начальник районного отделения Назир Хабриев сначала долго отказывался комментировать эту ситуацию, но потом все-таки согласился и предоставил нам весь перечень документов Микаила Гамботова, среди которых был акт о незаконном подключении, договор о предоставлении услуг, в котором стоит подпись Микаила, его паспортные данные и лицевой счет. На основании вот этих документов мы их подали в суд. На основании вот этих документов. И суд вынес судебный приказ. Но если они заявляют, что они не пользовались газом, так они должны были прийти и сказать, что мы не пользуемся, отключите нас. Либо так, либо должно быть, что мы их отключили от сети из-за того, что они не платят. И мы отключили и начисляем. Или так может быть? Вот их вариант я не пойму. В договоре подделали мою подпись, составили сами договор и выставили вот этот счет. Микаил говорит, что готовит заявление в прокуратуру для проведения экспертизы, а в Сунжагаз убеждены, что Гамботов до сих пор пользуется незаконно подключенным газом. Амир Цычоев, Ильяс Дасхоев, Новости 24. Директором национальной телекомпании «Ингушетия» назначена Мадина Патиева. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Ингушетии Абубакар Мальсагов. 16 января этого года она была представлена к должности и с того момента исполняла обязанности директора. Мадина Патиева окончила Тюменский государственный университет по специальности журналистика, работала шеф-редактором службы информации Тюменской телекомпании «Ладья» и главным редактором телекомпании «Тюменское время». С 2005 года является обозревателем средств массовой информации и учредителем ингушской диаспоры «Магаз» в Тюмени. С 2012 по 2013 год работала на НТК «Ингушетия». Задачи передо мной коллективом поставлены очень высокие, и нам нужно подойти будет с большой ответственностью, и я думаю, мы оправдаем. К
спортивной новости. 4 дня тяжелых поединков в 13 весовых категориях. Это финал первенства Ингушетии по боксу. И только начало напряженных тренировок перед соревнованиями Северо-Кавказского федерального округа. Кто заработал своими силой и потом с заветной путевки, расскажет наш корреспондент Илес Курскиев. Народу не так много, как в первые соревновательные дни, но накал страстей от этого ничуть не уменьшился. Это долгожданный финал по боксу среди юношей и взрослых памяти Баялид Заурова. 12 пар лучших боксеров республики собрались в Фоке Орджоникидзевского, чтобы побороться за путевки на первенство СКФО. Уступать место на пьедестале не собирался никто. За ходом финальных поединков успели понаблюдать и почетные гости. Посмотреть на бойцов пришел министр спорта Ингушетии Ахмед Катиев. Сам в прошлом боксер и 5-кратный чемпион мира по профессиональному боксу. Первыми на ринг поднялись боксеры легких весовых категорий. Поединки проходят в 3 раунда. Этого вполне достаточно, чтобы показать все, на что способны спортсмены. С каждой секундой зрелищный бой набирает обороты. И вот первая золотая медаль. В весовой категории 48 килограммов вершину республиканского пьедестала почета покорил Абдулбасир Султыгов. На республиканском турнире он выступает не впервые. Однако раньше ему удавалось лишь замыкать тройку призеров. Его награда пошла в зачет Назрани, где он живет и тренируется под руководством Макшарипа Мистоева. Своими впечатлениями победитель делится, едва сойдя с ринга. Я провел 4 боя. 4 боя успешно пошли у меня. Сегодняшний бой я провел с бойцом из Сурхахи. Он был очень... С ним бой прошел очень тяжело. Он меня вязал, но я выиграл с помощью того, что я подходил и бился на ближнем бою. Сейчас я вот готовлюсь выступить на СКФО. Жирную точку в противостоянии в весе от 80 килограммов и выше поставил Бисолт Турпалов. Бой у него был нелегкий, но его преимущество было заметно. Итог – золото турнира и путевка в сборную республики. По завершении 12 боев состоялась церемония награждения. Награды вручал вице-президент Федерации бокса СКФО Ахмад Шаухалов. Победители турнира, кроме медалей, кубков и грамот, получили денежные призы от спонсора. Спасибо моим тренерам, они меня готовили, хорошо поддержали меня, приехали сюда. Они мне помогли во многом, и если бы не они, я сегодня не выиграл бы. После турниров такого уровня спортсмены уже составляют планы на будущее. Юношам предстоит работа над ошибками и совершенствование мастерства. Свою оценку завершившемуся турниру и в целом уровню ингушского бокса дал мастер спорта СССР, который присутствовал на первенстве. Боксеры показали, конечно, разнообразный бокс, стиль, в зависимости от тренеров, там своя школа, хорошие школы показали, назрановские, сунжские боксеры показали достойно себя. 12 тяжелых финальных поединков в 13 весовых категориях остались позади. Но отдыхать еще рано. Теперь впереди усердные тренировки. Перед этими молодыми боксерами стоит ответственная задача – достойно представить Ингушетию на первенстве СКФО. Илес Курскиев, Рахман Цуров, Новости 24. В гимназии Марем ученики решили инсценировать правила дорожного движения. И самим легче запомнить, и для зрителей скучные ПДД превращаются в занимательное представление. Оценить постановку пришли сотрудники госавтоинспекции. Подробности у Заремы Бековой. В этой школе впервые проходит необычная акция. Учащиеся 2 класса подготовили для своих сверстников сценку, в которой они рассказывают о правилах дорожного движения. Да я неправильно шел по дороге, вот и попал под машину немного. Не знаю дорожные правила я, за что пострадала ножка моя. Благодаря постановке ребята запоминают правила, которые необходимо знать всем участникам дорожного движения. Посмотреть, что получилось у юных артистов, приехали инспекторы ГИБДД. Нам было очень приятно быть здесь приглашенными, так как дети подошли сегодня ответственно, подошли сказочные персонажи, были подготовлены свои какие-то мероприятия. Далида с Киева к этой акции готовилась не один день. Несмотря на юный возраст, она хорошо знает главные правила дорожного движения. Учительница младших классов Роза Леймоева уверена, изучению правил дорожного движения в школе нужно уделять не меньше времени, чем другим предметам. Сегодня у нас было мероприятие по правилам дорожного движения. Вот само название, это должен каждый знать обязательно на 5, это уже говорит о многом. Если какие-то, допустим, по русскому языку правила, мы можем там где-то подучить, если даже что-то не выучили на 5, то здесь, вот, что касается правил дорожного движения, это, конечно, может, такая ошибка может стоить половины жизни.
В этой акции дети узнали много нового от своих одноклассников. Я видела, что можно переходить только посмотря налево и направо. И если будет гореть зеленый свет, то можно спокойно проходить. Если красный, нужно подождать. Я узнала, что есть знак «Пешеходный переход». Опыт школьников показал, что такие акции необходимы. Порой творческие постановки действеннее любой беседы. Зарема Бекова, Рашид Яндиев, Новости 24. Одаренные дети, эрудиты планеты – это не просто характеристика, а название крупных международных и всероссийских научных форумов, где наши юные соотечественники громко заявляют о себе. Ученики школы селения Инарки за последние 2 месяца привезли более 100 наград. Это результат кропотливых занятий в научном обществе одаренных детей при сельской школе. Об интеллектуальных победах Руслан Машхоев. В Наркинской средней школе номер 12 самое время открывать свой музей научных достижений. Более 100 дипломов, грамот и кубков завоевали учащиеся только за последние 2 месяца. И это далеко не мероприятие республиканского уровня. Школа давно заявила о себе на всероссийском и международном уровне. Хава Хамхоева мечтает посетить себя преподавательской деятельности. Равняться есть на кого. Ее бабушка много лет преподает экологию. 6-классница всем сердцем болеет за природу и решила вступиться за нее на международной олимпиаде «Эрудиты планеты». У меня был реферат от имени Земли. Я была землей и хотела, чтобы меня защищали. Справилась я хорошо. Потом нам задавали вопросы. На вопросы были немножко сложные, но я смогла их преодолеть и заняла гран-при. А вот Тася Бекбузарова считается рекордсменкой в школе по количеству завоеванных дипломов и медалей. Девочка в постоянном поиске, много общается с историками, научными работниками и часами засиживается в библиотеке. Школьница принципиально не пользуется интернетом, считая, что настоящий научный труд должен основываться на знаниях и информации, полученных из достоверных и авторитетных источников. Школьные друзья часто обращаются к ней как к психологу, поскольку опыт публичных выступлений у юного дарования больше, чем у других сверстников. Страх – это лишнее. И не надо бояться, надо просто идти и знать, что мы сумеем это сделать. И мы так и сделали, и получили хорошие места. Одаренные дети, эрудиты планеты, образ действия – это лишь небольшой перечень всероссийских и международных научных форумов, где наркинские школьники не просто заявили о себе, а буквально поразили лучших педагогов страны своими знаниями и опытом. Прозвучала такая мысль у председателя одной из номинаций на Московском международном форуме «Одаренные дети», когда он услышал третьего нашего участника, блестящее выступление, он говорит: послушайте, говорит, я хочу выйти, говорит, с инициативой провести международный форум, говорит, в Инарках. Вот таких высоких успехов мы достигаем. Наставники ребят уверены, что до конца учебного года юные всезнайки пополнят коллекцию научных достижений не одной сотни дипломов и кубков. Главная цель обычной сельской школы – доказать всем, что она ничем не уступает инновационным учебным заведениям страны и что знания доступны всем. Руслан Машхоев, Ахмед Парчиев, Иса Патиев. Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.